братья и сестры, у нас тематика и проблематика мы обсудили на международном уровне, поднимались на эту высоту, и общероссийский тоже мы обсуждали. И теперь мы с вами сконцентрируемся на конкретной области нашей великой и большой страны, конкретно на Республике Татарстан. Этот край, он таит в себе невероятные находки, свидетельства, удивительные переплетения исторических фактов, которые Господь устраивал с теми людьми, которые населяли эту землю и населяющие ее сейчас. И вход в эту сокровищницу истории христианства в Среднем Поволжье, ее периодизация, источников, перспективах изучения я попрошу открыть доктора исторических наук, профессора кафедры философии и культурологии Ульяновского государственного университета имени Ульянова Бурдина Евгения Анатольевича. Евгений Анатольевич, просим вас. Добрый вечер, уважаемые участники конференции, уважаемые гости. В первую очередь я бы хотел сказать кратко вот о чем. О так называемой Волжской цивилизации. В нее входят прежде всего регионы, расположенные вдоль Великой Российской реки. Ну, в данном случае это Самарская область, Ульяновская, Республика Татарстан, ну и некоторые другие. Мы считаем, что Волжская цивилизация – это уникальный, комплексный, то есть природный, культурный, социально-экономический, есть другие аспекты. Феномен, не имеющий себе равных ни в России, ни в мире. Это, по нашему мнению, один из духовных центров нашей страны. Объекты культурного и природного наследия этой цивилизации, они включают в себя как материальные объекты, то есть это города, сельские поселения, памятники археологии и многое другое, так и нематериальные объекты, то есть это традиции, обычаи наших предков, легенды, сказания. Громко говорю? Хорошо. Духовные ценности, ну, в том числе православные. Важной частью волжской цивилизации является история и культура христианства РПЦ на данной территории, так как значительная часть населения здесь являлась как в прошлом, так и сейчас христианами. Подчеркну, что феномен указанной цивилизации не ограничивается X-XVI веками, как это иногда считают некоторые ученые-националисты, ну, в частности, на территории Республики Татарстан. Они считают, что волжская цивилизация – это только история Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Уверяю вас, изучение множества источников показывает, что это абсолютно не так, что здесь история начинается с каменного века, как мы сами знаем, палеолит, древний каменный век, и заканчивается нашим с вами временем. То есть это огромный хронологический отрезок, где-то примерно около 100 тысяч лет, а не 5 веков, как некоторые ученые, как я уже говорил, считают. В 2016-2018 годах по инициативе и при мощной поддержке благотворительного фонда Феодора Волгарского, председатель этого фонда Владимир Сергеевич Ганичев, перед вами здесь сегодня, он с нами, он уже выступал. И под моим научным руководством был реализован проект истории христианства в Среднем Поволжье. Его географические рамки – это Республика Татарстан, Самарская область и Ульяновская область. Ну, мы посчитали, что вот именно эти регионы Среднего Поволжья – это вот как раз ядро данной территории. И оно весьма показательное как в историческом плане, так и в культурном и во многих других. Естественно, как историк я не мог проводить исследования без опоры на целый комплекс исторических источников. Среди главных групп данных источников я хотел бы отметить археологические артефакты, то есть древние предметы, данные археологии. Во-вторых, это письменные источники, тоже очень большой пласт нашей истории и культуры. И в-третьих, это устные свидетельства. Ну, понятно, что это уже в основном 20-21 века. Также нами была разработана специальная авторская классификация вещественных маркеров христианства на данной территории, которые как раз вот и позволяют понять
специфику, то есть особенности христианской матрицы на данной территории. То есть нам это тоже очень сильно помогло. И действительно, вот все эти источники, эта классификация, как бы, ну, я это называю, если говорить простым языком, это железобетонные факты, аргументы, которые очень трудно опровергнуть. И я немножко об этом еще попозже скажу. Среди методов наших исследований я бы хотел выделить такие подходы, как историко-географический. То есть мы не сидели не только в кабинетах работали, но мы выезжали на территорию, в приходы приезжали, в храмы, в музеи, музеи-заповедники и так далее. То есть мы видели вот это все визуально. Мы видели и могли пощупать, потрогать вот эти артефакты древние, христианские, и многое другое. То есть это вообще вот очень интересный подход. Ну, естественно, еще очень любопытный подход культурологический. То есть мы, в общем-то, конечно, делали упор на культурное значение вот этих всех предметов, этих источников. Тоже очень любопытно. Специфика изучаемого региона состоит, ну, во-первых, в том, что этот регион, он полиэтничный, то есть здесь очень много этнических групп. Ну, в первую очередь, естественно, это тюркоязычные группы, финно-угорские группы и славянские группы. То есть вот основные три группы. Ну и так далее. А значит, этот регион и очень богат в культурном плане. То есть у каждого этноса, у каждого народа своя собственная культура. Ну и в-третьих, пожалуй, это очень важный момент, это то, что вот эти все этносы, да, они мирно уживались между собой, и в том числе мирно уживались между собой и представители многих религиозных систем или конфессий. Ну, если мы с вами вспомним западноевропейскую историю, то там картина была совершенно другая. Достаточно вспомнить европейскую инквизицию, да, которая свирепствовала много столетий, примерно с 13 века и позже. И в Испании, например, вот эта самая инквизиция, она была отменена, угадайте когда? В 1834 году. Вот на этом фоне вот та религиозная ситуация, которая была здесь у нас, то есть была здесь в Среднем Поволжье, имею в виду, и в Средние века, и сейчас это просто, как говорится, тише гладь и Божья благодать. Это так на самом деле оно и было. Хотя, конечно, были и какие-то негативные моменты, но их было достаточно мало. Проведенный анализ исторических источников позволяет нам утверждать, что история культуры христианства РПЦ Среднего Поволжья предварительно может быть разделена на следующие большие периоды. Ну, первый период это пассивный, то есть это зарождение собственного христианства. Это приблизительно 7-10 века, раннее Средневековье. Затем второй большой период это активный период, то есть это уже, как я называю, образно говоря, это триумфальное шествие христианства по Среднему Поволжью. На самом деле это так, источники об этом говорят. Это 11-15 века. Ну и последний большой период, это государственный период, это уже середина XVI века и по настоящее время. Конечно, вот внутри вот этого последнего периода есть много других этапов, но поскольку у нас время ограничено, я про них говорить не буду. А главным итогом нашего проекта на данный момент стала вот эта монография «По следам Спасителя. История христианства Среднего Поволжья 7-15 века». Она была издана в 2017 году. Сегодня она у нас здесь есть. То есть вы можете ее полистать, можете взять с собой, да? Выставка вот конкретно этих книг после того, как закончится наша конференция, вы можете увидеть ближе к выходу из храма. И я думаю, что Евгений Анатольевич не откажет в именном автографе для любого желающего взять книгу. Она будет раздаваться бесплатно для любого желающего. Спасибо за важное пояснение. Ну,
Кроме того, уже фактически написано, то есть готова к изданию следующая книга, вторая книга этого проекта, уже завершающая получается. Рабочее название «Русская православная церковь в Среднем Поволжье. История и культурное наследие 16-21 века». В настоящее время мы ищем средства на издание этой книги. С Божьей помощью найдем. Кроме того, опубликовано множество статей в научно-популярных журналах. Мы проводим множество лекций, провели 12 презентаций этой книги. И неизменно эта книга нам вызывает огромный интерес. Нам звонят из Москвы, из Ярославля, из Петербурга, из Казани, естественно, из Самары. То есть достаточно большой интерес к этой книге. И одним из главных итогов этого проекта также я считаю то, что мы сумели разработать несколько экскурсионных маршрутов для туристов. Естественно, в основном православных, но и не только. Главный маршрут туристический – это Золотое кольцо православных святынь Среднего Поволжья. То есть мы подумали, если есть известный уже маршрут Золотое кольцо, Владимир, Суздаль и так далее, то почему мы не можем сделать свой православный маршрут по Среднему Поволжью? Тоже своеобразное Золотое кольцо. И получился, мне кажется, очень интересный маршрут. И в заключение краткие перспективы нашей дальнейшей деятельности. Понятно, что эта тема мы только начали ее изучать, по сути дела. Это в значительной степени еще белое пятно. Мы много сделали, но еще много предстоит сделать. И первое здесь – это расширение и углубление старой тематики, исследование новых проблем, в том числе в рамках так называемой его специализации, о которой я уже говорил. Там очень много аспектов, тема очень интересная. Второе – это публикация полученных новых знаний в виде монографий, статей, фильмов и так далее. То есть мы не хотим замыкаться на чем-то одном, мы стараемся хватить много аспектов. И в-третьих, на основе достоверных научных знаний проведение широкой просветительской деятельности среди населения, особенно молодежи. Это направление, пожалуй, одно из самых главных. Потому что мы видим, что наша молодежь, не только молодежь, но особенно она, люди молодые просто не знают своей истории, тем более историю своей малой родины. Это, конечно, позор. И сколько бы мы ни говорили о патриотизме, о любви к России, если эта работа не будет проведена, это все пустой звук. Это, на самом деле, я в этом убедился уже давно. И четвертое – это создание новых музеев на основе этих достоверных научных данных. Потому что, опять же, достаточно много видел музеев по всему миру, по России. И многие музеи представляют из себя просто сбор каких-то разрозненных экспонатов, каких-то мифов, сказок, фальсификаций и так далее. То есть такие музеи они даже вредят, мне кажется, нам. Поэтому нужны действительно нормальные, хорошие, современные научные музеи на основе научных данных. И последнее – это внедрение научных достижений в образовательный процесс школ, вузов и так далее. Тоже без этого мы просто обречены на неудачу, наверное. И мы про это уже какое-то время говорим. Я считаю, что идеальной площадкой для реализации указанных перспектив, дай Бог, в будущем будет научно-просветительский центр или духовный центр, который, в общем-то, есть такая мысль, рано или поздно будет в городе Болгар, Республики Татарстан. На этом, пожалуй, я закончу. Спасибо за внимание.